Комуз – самый древний и знаменитый музыкальный инструмент кыргызов. Недаром в народе говорят «комуз – душа человека». По одной старинной легенде охотник Камбаркан услышал мелодию, которую принес ветер. Она ему так понравилась, что он смастерил себе инструмент, звуки которого напоминали ту самую мелодию. Инструмент он назвал комузом. В наше время талантливых мастеров по изготовлению комузов можно пересчитать по пальцам. Эмильбек Шаршимбаев посвятил этому делу большую часть своей жизни. Такому мастерству его научил отец. Мой отец был военным, но он также хорошо играл на комузе. В детстве научил меня тоже. Он был еще и столяром и сам делал комуз. Со временем мне тоже стало интересно. И в 9 классе смастерил свой первый инструмент. Вот с тех самых пор я занимаюсь ремесленничеством. Чтобы изготовить качественный и звучный трехструнный музыкальный инструмент комуз, используют целый кусок урючницы или арчи, а иногда делают из ореха или красного дерева. Поверх уже готового корпуса одевают крышку из тяншанского черного карагача. Длина комуза не превышает 85-90 сантиметров. Удивительно, что настраивать его можно по-разному. Зависит это от выбранной для исполнения мелодии. Раньше для струн использовали кишки овец. Даже наши деды очень тонко нарезали из этого материала вот такую вот струну толщиной в нить. Затем веретеной структурировали тонкую наподобие жилки нить, и он служил важной составной инструмента. И, конечно же, такие струны придавали отличный звук. Я вот тоже попробовал сделать из кишки струны, и вот что у меня получилось. На комузе используются как лирические мелодии, так и перкуссионные, своим звучанием напоминающие стук копыт лошади. Талантливые комузисты во время игры могут держать инструмент за спиной, на голове и даже вверх ногами. Выступают сольно и в ансамбле. Например, на вторых всемирных играх кочевников одновременно играли 1000 комузчи. Чтобы мастерски играть на комузе, одного умения музыканта мало. Нужен качественный инструмент. Именно хорошо сделанный комуз будет звучать звонкими и чувственными нотами, говорит Эмильбек Шаршимбаев. У всех мастеров есть свои секреты по изготовлению комуза. Самое главное, чтобы инструмент был качественным. Это очень важно для комузистов, ведь они очень четко и виртуозно должны исполнить ту или иную композицию. А любители музыки будут слушать с удовольствием. Ведь этим трехструнным инструментом можно сыграть все, что угодно. Древние комузы были меньше, чем современные, для удобства всадника. Также они отличались формой корпуса. Так, комуз великого акына Токтогула был в форме ромба. Но суть, конечно же, не в форме, а в том, что извлекаемые звуки должны быть звонкими, решительными, утонченными и чувственными.